Вы, духи, хозяева речных истоков, давшие жизнь множеству племен, примите от нас угощение. И снизойдите к нашим нынешним бедам. Помогите переломить злую судьбу, возродить угасшие очаги, обрести былое счастье. Угощайтесь, духи. Наш народ, Сахауранхай, укрепите верой в добро. Я родился 12 февраля 1900 года в Латвии, в семье мастера пивоваренного завода. Так что я семейный пас, как обычно изображает наше пролетарского происхождения. Человек пивовар, ну, довольно почетное такое рабочее место занимал. Мировая война пошла. В качестве беженцев покинули родные края. Сначала Смоленск, Могилев. В Могилеве Ставка. Еще царя видел проездом. Сейчас это модно, царя вспоминать его. Потом Москва. В Москве учился в школе, эвакуированной из Риги, в коммерческом училище. Там начал интересоваться литературой политической, марксистской. Читал Маркса. Сильное впечатление произвела глава о первоначальном накоплении капитала. Ну, февраль, разъявы Ленина, продолжать революцию. Собрал программу всех партий. Там анархисты даже более революционные были, чем большевики. Ну, я уже идеологически был готов вступать в большевистскую партию. И в мае месяце 1917 года Бутырский райком Московской партийной организации принял меня в свои ряды. Партии большевиков. И с тех пор никаких группировок не участвовал. Ну, даже, как ни странно, не могу похвастаться даже выговором. В этом здании бывшей церкви 7 по 17 апреля 1921 году под руководством большевиков состоялась конференция бедноты и ревкомов 10 в волости Якутской республики. Конференция, избрав почетным председателем своего собрания, обратилась в телеграмме следующее содержание Владимира Ильича Ленина. Пробуждающийся от векового сна темный, несознательный хамнащик надеется выйти под вашим руководством из мрака тьмы и невежества победителем и выражает свою уверенность, видит еще на долгие годы вас, Владимир Ильич, вождем и руководителем мировой коммунистической революции. Да здравствует гигант ума, вождь мировой коммунистической революции, товарищ Ленин. В ответ на эту телеграмму Владимир Ильич Ленин послал следующую телеграмму. Чурапча через Якут, президиум конференции бедноты, раскрепощенные от царистского угнетения, освобождающиеся от кабалы тайонов, якутские трудящиеся массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся. Ленин. Когда в Якутию приехал, сразу попросился в самый край, Булун. Север, олени, пушной промысел, рыболовство. Малочисленный народность севера. Это работа. Вот эта работа в основном и эти 62 года мной была посвящена. В коллективизации принимал участие. И вот то, что сейчас валит на коллективизации, я ни одну йоту не принимаю. Ни на себя и ни на товарищей, которые проводили. Нас сейчас изображает, что проводилась экспроприация. У нас экспроприация не проводилась. У нас в Булуне
Значит, в мятеже участвовали крупнейшие оленеводческие хозяйства, эксплуатации, полуфеодалы, значит, кулаки и так далее. Вот, значит, изъятие оленей у них производилось не в порядке коллективизации, а в порядке уголовного наказания, конфискации имущества за участие в бандитизме. Вот так было оформлено. Так что здесь начали бандиты, а не мы начали. Они говорили, это народная же власть. Уже конец, и Верхоянск, Якут, все уже кончено, японцы идут. Все равно они вступили в отряд, и мы начали действовать против бандитов. Ну, в основном было, конечно, пропагандистское значение. То, что мы подняли в тылу бандитов весь народ. Значит, политически они были уже просто изолированы. Хотя у них оружие было, винтовки и так далее. Они весь округ захватили. От Хатанги до Индигирки. Был расчет выйти, расчет был на китайцев. Потом, видимо, говорят, была организация из Якутска, но это историки замалчивают. Мы участвовали в засаде одной, потом наступали наш отряд, и 3 человека погибло. Я получил в засаде легкое ранение. И вот здесь поддержка населения. Вот это действительно, вот эту поддержку я вспоминаю, они спасли мне жизнь. И политическую, ну, просто жизнь, если бандитам отдали. Они специально второго послали арестовать меня. Значит. Тот проехал 700 километров и приехал у нас отряд, мы его тоже разоружили. Это 29-й год. Вышел так, что народ пошел за мной. За коммунистов. Не за мной, за коммунистов. Вот я это подчеркиваю, как исключительный интернационализм, преданность идеям советской власти вот, в 30-х годах коренного населения. Сейчас историки даже изображают, что бандиты выступали, видимо, против того, что проводилось вроде экспроприации. А тут получилось, бандиты кулацкие хозяйства начали, восстание устроили, а порядка уголовного наказания было конфисковано их имущество. И переданы населению, бедноте. От родных мест за 1000 верст увезли нас, когда мы были еще детьми. Нашим семьям была обещана жизнь в достатке. Края вас ждут обильные, говорили начальники нашим отцам и матерям. Только трудитесь, не покладая рук. Впереди, однако, нас подстерегало одно горе. И все же, когда уцелевшие возвратились в отчие села и увидели на месте родных домов развалины, оказалось, что в людях не убита надежда. Расцветет еще эта земля. Будут на ней наши дети рожать нам внуков. За лучшее будущее, дорогие мои сверстники, друзья. Сорока колхозам велено было за 200-300 километров добираться до Ленских берегов. Много добра не берите, не утяжеляйте свои телеги, говорили нам. Торопитесь, вас ждут пароходы, поплывете вниз, на север. А там уже все готово к приему переселенцев. Прибыли на Лену, а где же пароходы? И еще почти месяц ждали их. Под открытым небом, на голой земле, укрываясь в кустах от дождей. Наступили холода, кончилась мука, стали резать скот, пошла эпидемия. Люди начали умирать. А ведь это было только начало.
Пароход нас высадил, видать, по ошибке на каком-то диком острове и ушел. Деваться некуда. Ждать пришлось ледостава. За месяц умерло 4 стариков и 3 детей, и мой 3-леточка среди них. Когда перебрались на коренной берег, уже в снегу по колено рубили деревья, строили жилье. По 4 семьи селились в одной юрте, по семье на одни нары. Всех немощных и сирот собрали в один барак. О работе скажу, ради чего нас сюда забросили. Мы же скотоводы, землепашцы, а приказано было освоить добычу рыбы в здешних озерах. Совсем незнакомый промысел. Научить толком некому, даже снастей нет. Ну, местный захудалый колхоз к себе взял. Меня и еще 3 молодых вывели на озеро 2-метровый лед колоть, делать проруби для невода. Нашим артелям рыбацкое ремесло с великим трудом давалось. Еще бы, сотни лет предки пахали и сеяли, пасли коров и коней, а нас вдруг рабочими на рыбозаводе сделали. Как можно за одну зиму новой профессии научиться? Однако нормы нам установили как ударникам. Не выполнишь, муки не дадут. А ее положено было в месяц 7 килограммов на работягу. И только ему. А ведь каждому семью кормить, детей, стариков. Сам не даешь, где сил взять на подледный лоб, на проклятую норму? В первую зиму в нашем колхозе 32 человека умерло. А мне вдруг приходит повестка в армию. Как так? Ведь мужикам-переселенцам бронь обещали. Однако военком сказал: вы с боевым заданием на трудовом фронте не справились. Какая же бронь? Подлежите призыву. А семьи наши почему обманули, спрашиваю. Они чем же виноваты? Ведь лишиться на чужбине кормильцев, заживо умереть. Здесь даже милостыню просить не у кого. Мы не какие-нибудь раскулаченные. Нас врагами народа не объявляли. Почему же выдворили из родной Чурапчи? То ли это было продумано было, чтобы людей как-то уничтожить, или это ошибка такая руководства. В общем, преступление, самое настоящее. Сначала вот уничтожением церквей, уничтожением наших шаманов. У нас культуру-то уничтожили мы сами, коммунисты, большевики, поскольку церковь все-таки в какой-то степени было светлым местом. Притом там учили все-таки какой-то грамоте, приходили, собирались и молились, пели, искусство приобщались к русскому. А шаманы, они добро приносили. Не зря Петр I, когда он при смерти был, приглашал шаманов, никаких не вот, а якутских шаманов вызвал к себе. Раз до Петра дошло, слава якутских шаманов, это что-то значит. Просто так, наверное. Есть якутское выражение «сутака», который переводится приблизительно на русский язык «нищий», «попрошайка». К сожалению, до сих пор нас чурапчинцев обзывают этим словом. Это последствия психологические, нравственные последствия насильственного переселения чурапчинцев в 1942 году в северные районы на рыбодобычу. Самым страшным днем от моей жизни, переселения, была смерть моей матери и сестры в один день. Сестра, мы лежали в наре все втроем. Сестра скончалась утром, не вставая с постели. А мать вечером, сидя у моряка,
говорили там падай лошадиный. И как-то начала прокинуться она, и подхватили ее люди, и на этом и все кончилось. Я за раз один день остался сиротой круглой. Дело в том, что бюро областного комитета партии опоздало своим решением. Решение было в августе, бюро обкома, а решение политбюро о увеличении рыбодобычи было в январе. Поэтому переселение началось в сентябре, и люди по дороге от голода и холода погибли более 2000 человек. В основном были старики, дети, старушки. Все почти умерли с голода. Люди напухали до невозможности, как надутый пузырь. Потом кость до кожи, все, он не желез. И воспоминания вообще страшно то, что люди не смогли хоронить людей, как по-человечески. Их складывали, трупы. Зимой мерзлую землю копать, это для таких людей невозможно. Видел, встречался, но находился в зале, где выступал с лекциями Ленин. Лекции читал. В Свердловке в 19 году. 2 лекции Владимира Ленина слушал. Потом опять в Свердловке в 21 году на продовольственном совещании слушал. Вот встречи с Лениным. Они производили неизгладимое впечатление. Особенно те тяжелые в 19 году, когда уже все висело на волоске, когда вера, которую мы сохраняли, поддерживалась Лениным, его стойкостью, его непреклонностью. Но Ленин мы тогда не воспринимали, как сейчас, как что-то такое божественное. Ленин у нас был рядом. Мы работали с ним, мы боролись за идеи Ленина. Так что он выступал у нас, как товарищ. Конечно, мы аплодировали, но это он, конечно, отмахивался от всех этих почестей. Даже до сих пор запоминает 3 слова, которые промолвил Ленин. На дежурстве поставили меня дежурить. Вдруг подходит человек. Это тоже характерно для Ленина. Один только в кепке. Я Ленина, конечно, знал, видел, но от неожиданности сказать, вам куда? Ленин просто мне на лекции. Вот такой эпизод. Это, конечно, можно считать, что выдумано, но это так было вовсе. Я остался круглой сиротой, и поэтому меня определили интернат, поскольку мне 6 лет еще не было, где кормиться. Как-то спасти меня. Питание, сами понимаете, действительно тоже было очень проголод почти. Давали лепешку, мы делили их на 3 части, потом их на куски разделили, так экономно, каждый кусок, как зернышко, это проглатывали. Я пошел в 1 класс. До 7 ноября я ходил в школу босиком по снегу. Последствия этого переселения сейчас мы чувствуем. Только количество населения района мы достигли до военного уровня в 1989 году. А количество крупного рогатого скота достигаем только сейчас. Я как работник Министерства сельского хозяйства принимал участие. Вели беседы, разъяснительную работу, присутствовал на собраниях. Дело в том, что страшные засухи 2 или 3 лет подряд привели эти центральные районы в катастрофическое положение. Ни кормов, ничего. И приняли решение переселить половину совхозов самого засушливого района Чурапчинского на производство ловли рыбы. Копяйский, Жиганский, Булынский район. Нужно сказать, что это шаг как патриотический, дать стране продукцию, но в то же время участвовать на фронте, уже таком производственном, а не на натуральном фронте. Люди поехали, праздники были, праздновали. Принято было с энтузиазмом. Я помню, даже ставили, когда на голосование, такой лез рук, что мне казалось, что потолок поднимется. Ye umurum bir
Я мал был, когда мать умерла. Мне ее отец заменил. Отца на все хватало. Первый работник на селе. Здоровый, сильный мужчина. И очень добрый. Я его сильно любил. И гордился тем, что у меня такой отец. В дороге на него какая-то хворь напала. И он сразу угас. Превратился в дряхлого старика. Работать не мог. Ходил по юртам, просил милостыню. Кто мог, отламывал ему от своей лепешки. Отец меня кормил. Похоронить отца было некому. 4 месяца он лежал, как умер. В шапке, в пылу. Разлагаться начал. Потом парень один, сам доходяга, но как-то смог выдолбить могилу отцу. Неглубокую, по колено. И сейчас душа болит. Я думаю, это неправильное решение Бюро областного комитета партии должно быть отменено. Об этом мне говорили еще на 6-м пленуме областного комитета партии, но до сих пор меры не принимаются. Постановление это, ошибочное постановление, остается в силе. Я думаю, что областной комитет партии должен отменить это постановление возмещением материальных ущербов, ну, хотя бы установлением льгот переселенцам. И, конечно, если постановление это отменят, то и моральное такое оправдание, что ли, народа Туропчинского, населения Туропчинского района. Это, конечно, трагедия для всех туропчинцев, и мы хотим, что это нашему поколению молодому, нашим детям, внукам, это не передавалось, что это нашим поколением все это закончилось, эта трагедия, и туропчинцы, так же, как и другие районы, разбирались в условиях вот, перестройки, гласности, демократии. Ну, для коммуниста с самого начала революции это уже перестройка. Мы с этого уже начали. И вот эта перестройка тоже 1985 года воспринята была как продолжение Октябрьской. Тем более так и декларировалось. Гласность тоже прекрасная вещь. Когда дает возможность разоблачить таких всякую сволочь, вроде Медуновых, там, Шолотовых и так далее. Но беда в том, что вот использование гласности, решающие позиции заняли антикоммунисты, антисоциалисты, антиперестройки. И как говорил генсек Горбачев, даже контрперестройщики. Вот когда он сказал контрперестройщик, мне это очень понравилось. Я бы его немножко продлил и рассчитываю, так будет продлена контрреволюционер. Перестройка революции. Я хотя на пенсии, но мы участвуем в перестройке. Вносим предложения, защитим партию, ударим по ликвидаторам. Вот смотришь телевизор, даже прямо чуть не воздерживаешься, чтобы не стукнуть по этому. Выступают, говорят, ну все, коммунисты были, что они делали при Сталине? Наша партийная печать, комсомольская печать помещает портрет, фотографии царской семьи рядом с семьей Ленина. Я ничего не могу сделать. Я не буду же объявлять голодовку. Это же вульгарно. Большевистская твердость, ленинская твердость. Это же должно быть. А у нас так объявляется плюрализм, приложение, социалистическое. Так? А потом уже политический плюрализм. Противное слово. Мы советские люди. Мы живем советским образом и должны строить советскую жизнь. На той мощи, которой мы достигли, на развитии того хозяйства, которое мы имеем. Мы самое мощное государство мира. На этой мощи мы можем использовать вот такие вещи, как рыночные отношения. Я понимаю, конечно, если частный лавочник будет открыть какую-то лавочку, парикмахерскую, частную, это не беда вообще. Но дело не в этом. Они же смеются, какой же это рынок, так сказать, без частной собственности. Это же обман, говорит. Это так же, как с плюрализмом будет. Частная лавочка, потом частные железные дороги, все пойдет. Дай палец откусить, откусит всю руку. Не надо разжигать руку! Не надо разжигать так! Какие-то выборы это сделано! Какие-то выборы это сделано! Какие-то выборы! Прекрати! Прекрати нахер! Вы просто не убивали
У нас демократия. Уважаемые органы милиции, прошу подойти поближе. Якутия, да? Это единственное, где не будет никаких бомбов, шумов, никаких ножовщин. Я вот не представляю, что кто-то вот хай, нации вообще ни при чем, понимаете? Причем тут я не могу. Если мы выйдем, так, но мы никого не должны соединяться, ни Союзы, ни Россия. Поэтому мы должны на горизонтальных отношениях совсем отношения держать и с Россией, и с другими республиками. Так, а если мы переметнемся в Россию, как же при рыночном отношении мы сможем кормиться? Якутский народ за 400 лет добровольно живет мирно. За 400 лет мы ясак платили, и до сих пор платим алмазы. Мы же все одним духом заняты, все воспитаны, все по-русски говорим. Мы даже любим русскую культуру. У меня жена русская. Даже в Якутске ни одной якутской школы нет. Говорят, вторая школа это якутская, а там несколько классов по якутски. Поэтому якутский народ самый интернациональный, мирный народ. Если мы уйдем Ельцина, то страна обеднеет. Такую же позицию занимает радикальные демократы. Они хотят бойкотировать, получается, они на одной позиции стоят. Вот. Хорошо, да? Хорошо мысль. Вот так. Сегодня на прилавках нет продуктов питания, в больницах сегодня нет медикаментов, автомашины, которые должны обслуживать больных, стоят все на приколе. Но тем не менее, сегодня те люди, которые первые затеяли государственный суверенитет Якутии, проживают вот в этих хоромах и себя чувствуют прилично. Надо сказать прямо, что рубль народный, который сегодня мы все зарабатываем, и тот рубль, который сегодня в карманах у номенклатуры аппарата, между ними существенная разница. Потому что на этот рубль мы сегодня не можем с вами ничего приобрести и купить. Но в то же время они этим же рублем отовариваются сполна, без магазинов. Они сегодня питаются без ограничений ни молока, ни мяса. Они сегодня одеты все в импортные одежды. Ездят сегодня на автомашинах под государственным знаком. Если Россия сегодня приняла декларацию о суверенитете, о своей независимости, кому сегодня Россия не дает независимость? Что произошло в нашей республике за последний год? Год назад, еще 2-3 года назад, наш родной и любимый обком партии «Наш Кальбин» кричали о том, что в Якутии есть национализм. Они сами собственными руками подавляли национально-демократическое движение. Сейчас вдруг они резко перекрасились и начали кричать о суверенитете Якутской ССР, о защите прав коренного народа, о праве якутского народа на свой язык и свою культуру. Что же произошло? Год назад у власти в России стояло правительство коммунистов. Оно защищало интересы и нашего обкома, и нашего Кальбина. Потому что у всех у них, вне зависимости от национальной принадлежности, есть одни интересы. Интересы партаппарата, интересы кормушки. Вот в чем дело. Что происходит сейчас? Что произошло сейчас? Сейчас в России к власти пришло прогрессивное демократическое правительство Ельцина. Борис Николаевич вышел из КПСС. Собчак вышел из КПСС. Масса прогрессивно мыслящих людей выходит из этой партии, которая дискредитировалась за 70 лет. Ставится вопрос о распуске этой партии, как Кроповицкой, которая дискредитировалась, которая творила геноцид против собственного народа.
Oh,